На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Закон не принят, заседание перенесли. Парламентарии не утвердили поправки в закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. Свободная экономическая зона по-абхазски. Новая рубрика программы по следам нашумевшего инцидента. В дар Илорскому храму. Высший совет Аруа и Церковный совет Абхазской православной церкви доставили в Илор освященную икону Пицунской Божьей Матери. Закон не принят, заседание перенесли. Депутаты парламента Абхазии на заседании в пятницу 12 марта не приняли во втором и окончательном чтении поправки в закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. Слово Элеоноре Гелаян. Вторым вопросом депутаты рассмотрели внесение изменений в закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Представил постановление депутат Гивик Варча. Мы все в той или иной степени за годы уже участвовали в обсуждениях этого закона. И ни для кого не секрет его смысл. Должностные лица и депутаты обязаны отчитываться о своих активах перед народом документально и открыто. Если сами чиновники не подотчетны в своих доходах закону и народу, с какой коррупцией они будут бороться? И вопрос этот я считаю фундаментальным. Также я надеюсь, что данный закон внесет оздоровление и очищение в нашу систему государственного управления в целом. Я вас прошу, не откладывая в долгий ящик, проголосовать за вступление в силу этого закона, и мы сами должны показать пример исполнения данного закона. И хотелось бы отметить, что президент также неоднократно говорил о приверженности этому закону и о его необходимости. Также, надеюсь, мы не будем сейчас ничего придумывать нового и усложнять данную процедуру. Следом Гивик Варча коснулся непосредственно предлагаемых поправок. Первое. Поправка вносится в наименование закона и предлагается изложить в следующей редакции. Закон Республики Абхазия о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими, должностными лицами и депутатами. То есть вносится понятие «должностные лица». Также пункт 4 части 2 статьи 2 изложить в следующей редакции. Но я ее не буду зачитывать. Это определение должностного лица, взятое из Кодекса об административных нарушениях, которое используется в разных законах. Это определение. Единственное, что сюда добавлено, это определение. Депутат Алмаз Джапуа призвал коллег голосовать за предложенный проект закона и отметил, что этот закон может стать первым шагом к всеобщему декларированию. В этом его поддержали и другие депутаты. Мне кажется, принятием этого документа закончится вот эта уже многолетняя эпопея о том, о декларировании, надо декларировать, не надо декларировать. Целое движение в этой стране существует за декларирование. И в этой связи я призываю коллег проголосовать за этот законопроект. И мне кажется, в этом длинном пути к общему декларированию, начать это движение прямо сейчас, сегодня, если это будет возможно. Закон достаточно проработан, не менее 10, 15, 20 раз обсужден, я не знаю, в стенах парламента, и нюансы его обсуждены, и какие-то мелкие отдельные запятые обсуждены. Представитель президента в парламенте Саида Будба обозначила позицию властей так. Главное – создать действенный механизм, который и позволит госслужащим декларировать все указанное в законопроекте. При этом я бы хотела обратить внимание на некоторые внутренние противоречия в самом законе, которые не позволят в полной мере реализовать те механизмы, которые в нем заложены. В частности, один из них, могу коротко обозначить, если есть такая необходимость. Значит, первый момент касательно законопроекта
законопроектом предлагается внести изменения в наименование в текст законопроекта, уточняя, что он распространяется также на должностных лиц. При этом хотела бы обратить внимание, что и действующий закон, который у нас сейчас есть, он и так распространяется на должностных лиц и определяет понятие, кто такие должностные лица. Кроме того, понимая, что госслужащие, все госслужащие в той редакции, в том дефиниции, которая здесь определена, они также являются должностными лицами, поэтому разделять эти две категории, госслужащие и должностные лица, не представляется возможным, что как-то их отдельно выделить. Кроме того, хотела бы обратить внимание, вот Батал Эдуардович об этом частично сказал, относительно того, что в отсутствии нашего закона о госслужбе, главное, на что будет обращено внимание правоприменительный, к определению понятия, кто же такие должностные лица, на которые этот закон распространяется. И в этом определении, которое изложено в новой редакции, в сравнении с действующим законом, есть некие внутренние противоречия, которые не позволяют определить, на какие конкретно круг лиц, кто является, собственно, должностными лицами. При этом то определение, которое в кодексе, вот Георгий Анатольевич сказал об этом, оно не полностью воспроизводит кодекс об административных правонарушениях. У нас и в Уголовном кодексе, и в иных других законах есть понятие должностных лиц. И поэтому вот эта формулировка, которая была внесена, она немножко это четкое понимание, кто такие должностные лица, оно немножко содержит в себя внутренне. Депутат Батал Тапагуа высказал свое мнение, согласно которому этот законопроект используется как флажок для того, чтобы, цитата, показать себя. Если ты голосуешь за этот закон, значит ты против коррупции. Если не голосуешь, ты чуть ли, как говорится, не за. Эта постановка такая на улице и везде. И поэтому это не дает нам возможности, значит, в тот раз тоже мы хотели внести эти изменения, которые сейчас Гиви внес. Тогда нам не дали внести это. Значит, послушай, дай слушай спокойно. Значит, внесли сейчас. Я ничего против не имею. Правильно сделали, что внесли, я этот вопрос поддержу. Но мы с вами тогда сказали, слушайте, давайте примем закон о государственной службе. И чтобы это нормально вступило. Если у нас задача стоит провякать, проголосовать, и оно не будет работать, все, как говорится, проголосуем, оно ничего не будет работать. Но мы должны подходить к этому, что у нас амнезия, что ли? Мы тот раз принимали и написали, после принятия закона о госслужбе, оно должно быть вступить. Более того, я, например, говорил, что даже после принятия закона о госслужбе полностью этот закон не будет работать, пока декларацию о доходах не сдает все население. Полную версию репортажа о заседании сессии Народного собрания смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. Вопросы реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства двух стран обсудили 12 марта по инициативе ФНС России в ходе онлайн-конференции между руководством Федеральной налоговой службы России и Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия. Со стороны Министерства по налогам и сборам конференции руководил исполняющий обязанности министра по налогам и сборам Мераб Логуа. Со стороны Федеральной налоговой службы России заместитель председателя ФНС Дмитрий Вальвач. Начало работы по строительству моста и объездного участка дороги в Бедя-Ду. Вице-премьер, министр экономики Кристина Азган с рабочим визитом побывала в Тхварчалском районе и вновь посетила аварийный участок дороги в этом селе. Дорога, связывавшая три села Бедя-Ду, Агубедя и Бедя с городом Тхварчал, и два жилых дома пострадали в результате оползня 22 января. Изготовлены и доставлены на место бетонные блоки, необходимые для строительства опор нового моста. С помощью спецтехники срезан грунт, частично засыпан балласт. На днях запланировано начать бетонные работы на месте установки опор. В данный момент временные неудобства создает ухудшившаяся погода. Тем не менее, специалисты планируют завершить все строительные работы в течение 1,5 месяцев. Свободная экономическая зона по-абхазски. Инцидент с бывшим помощником президента Бинуром Кверая привлек внимание общественности к теме свободных экономических зон. Закон был принят в 2015 году, и за прошедшие годы указом президента были созданы две свободные экономические зоны в Галском и Ачимчирском районах. Чтобы узнать, для чего был задуман этот проект, какими обязанностями и правами он наделяет управляющую компанию и резидентов, мы поговорили с одним из разработчиков закона, юристом Гиви Габния. А чтобы узнать, что из задуманного удалось реализовать, обратились в Министерство экономики.
Подробнее Надежда Боровикова. Свободные экономические зоны – это территории, которые государство наделяет особым юридическим статусом и экономическими льготами для привлечения инвесторов. Практика создания таких зон, к примеру, в России применяется с 2005 года. На сегодняшний день их создано уже 33. В Абхазии закон о свободных экономических зонах приняли в 2015 году, и инициатива исходила от потенциальных инвесторов. В нашем государстве все, что новое принимается, такая практика сложилась, да, у нас сначала, допустим, мотивация какая-то, то есть какой-то интерес есть, какие-то, скажем так, это неплохо, я сразу говорю, да, какие-то появляются группы, которые продвигают. И вот так был интерес создания зоны, потому что какие-то предприниматели из Сингапура кому-то сказали, что будет зона, мы к вам приедем и посмотрим. И будем, так сказать, вот так и пошел процесс. И ко мне обратились тоже, так сказать, те, кто хотел это открывать, чтобы давайте поработаем над законом. Мы работали над этим законом несколько месяцев. В 2015 году Гиви Габния преподавал таможенное право в Абхазском государственном университете и неоднократно высказывался за создание свободных экономических зон. Возможно, поэтому предприниматель, в будущем представитель первой свободной экономической зоны в Абхазии Алла Гварамия, обратилась к нему за помощью в разработке закона. Гиви Габния объясняет, кто, согласно закону, может инициировать создание СЭЗ в Абхазии и что для этого нужно. Наш закон, он регулирует отношения по созданию зоны. Но в нашем законе нет конкретного указания, что нужно там-то, там-то, там-то. Нет. В нашем законе есть момент, что заинтересованная сторона, коим является, это может быть и местные органы управления, кстати, они тоже могут быть инициаторами создания. Это может быть просто юридическое лицо, которое готово, вести деятельность по привлечению инвесторов и так далее. Поэтому эти вышеназванные, скажем, субъекты, они обосновывают свою деятельность. Они дают обоснование тому, что это интересно для привлечения инвестиций и обосновывают и указывают, где именно, на какой территории. По сути, свободная экономическая зона – это просто территория, которую управляющая компания берет в аренду на 49 лет и привлекает в эту зону резидентов. Инвесторам работа в такой зоне должна быть выгодна, потому что на ней действует облегченный таможенный режим, не такой, как на остальной территории Абхазии. Чтобы было понятно, допустим, сегодня у нас Абхазия, да, у нас мы имеем границы там по реке Псоу, по реке Ингур, да, и так далее. И мы имеем там таможенные посты, правильно же? У нас они называются внешними таможенными границами. Если мы создали зону внутри страны, то у нас появляется еще и внутренняя таможенная граница. Значит, получается, что на территории государства у нас еще какой-то участок, который тоже нужно оградить границей таможни. Что это означает? Это означает, что управляющая компания, которая получила право на привлечение инвесторов, территорию ей дали, она должна эту территорию огородить. В законе прямо написано забор не менее 2,5 метров. Такой забор, чтобы доступа не было посторонним, и видеокамеры, чтобы можно было всю территорию постоянно видеть, освещение. Теперь дальше. Потом должны быть пункты пропуска. Как мы на границах имеем пункты пропуска, такие должны быть там. Это все должна управляющая компания подготовить. То есть там должен еще и стоять таможенный пост. Понимаете, да? Если это будет касаться выхода за рубеж, там уже будет почти не просто таможенный пост, там и структура и пограничная может быть. Согласно закону, свободные экономические зоны в Абхазии по типу деятельности делятся на промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные и портовые. Но зоны могут быть и смешанного типа, то есть объединять два или даже все эти виды деятельности. При этом от налогов резиденты освобождены лишь частично. Сама зона создается там на 49 лет. Заключаются соглашения с резидентами на срок действия этой зоны, и на половину срока, этого срока действия соглашения, они освобождаются от уплаты налогов. Всех, кроме одного, это подоходный налог. Мы в законе специально это оставили в этой статье подоходной, и соответствующие платежи во внебюджетные сферы. Это и фонд, скажем так, обязательно медицинского страхования, фонд социального страхования, у нас есть пенсионный фонд, у нас есть и фонд инвалидов и так далее. То есть какая-то нагрузка от фонда заработной платы. Мы решили, что это тоже надо оставить. В мировой практике, чтобы было понятно, такого нет.
Согласно данным Министерства экономики, в Абхазии сегодня существуют 2 свободные экономические зоны. На текущий момент с указами президента Республики Абхазия 16 и 18 годов созданы 2 особые экономические зоны. Одна в Ачимчирском районе в 2018 году называется особая экономическая зона Скурча. И в 2016 году была создана особая экономическая зона Амра в Галском районе. На сегодняшний день в особой экономической зоне Амра зарегистрировано 5 резидентов, 1 управляющая компания. В особой экономической зоне Скурча резиденты не были зарегистрированы на текущий момент. Ни одного заявления, уведомления о регистрации подано не было. Несмотря на то, что в зоне Амра зарегистрированы резиденты, никакой деятельности там не ведется и никакой инфраструктуры не создано. То, что указано в законе про свободную таможенную зону, сотрудниками ГТК на сегодняшний день невозможно воплотить в жизнь по одной причине. Помимо там прочих, отсутствия инфраструктуры, главная причина, почему таможня сегодня не может предоставить свободную таможенную зону, это отсутствие ограды. Возможно, причиной является то, что резиденты подавали заявления на значительные территории. Вот в указах президента указано в одном из них 1700 гектар, в другом в районе 7000 гектар. Это огромная территория, и сделать забор вокруг всей территории, я подозреваю, стоит огромных средств. У обеих управляющих компаний уже истек 3-летний срок, в который они должны были начать осуществлять заявленную деятельность, и по закону это основание для досрочного прекращения существования зоны. Здесь на уровне правительства уполномоченный орган по данному вопросу, он так и называется, уполномоченный орган, так сказать, от Кабинета министров, который следит за этими вопросами, который заключает вот то, о чем я говорил, специальное соглашение с управляющей компанией о том, как эта зона будет работать. Понимаете, вот специальность по нему, по этому соглашению, но я думаю, что есть соглашение, так сказать, вы назвали, допустим, да, скорее всего, у этой компании есть такое соглашение, и по соглашению там обязанности есть, и неисполнение обязанностей, оно ведет к таким последствиям, как, так сказать, значит, закрытие такой зоны. Очевидно, у управляющих компаний есть объективные причины, почему они не смогли начать заявленную деятельность, и поэтому государство идет им на уступки и пролонгирует сроки реализации. Ведь изначально создание свободной экономической зоны выгодно для государства. За счет инвесторов создается инфраструктура и новые рабочие места, а значит, развивается экономика. Надежда Боровикова, Сасрыкуа Гуха, Абаза ТВ. В наших выпусках мы продолжим тему свободной экономической зоны. Культурные, общественные и политические деятели России обратились к властям Абхазии с воззванием в защиту политического деятеля Ахры Авицба. Мы, неравнодушные граждане России, внимательно следящие за ситуацией на Донбассе и переживающие за нее, считаем своим гражданским долгом выступить в защиту героя Донецкой Народной Республики, политического деятеля, гражданина России Авицба Ахры Руслановича, отмечается в тексте письма. Также сообщается, что вместе с Ахрой Авицба были задержаны лица, входящие в его охрану. Письмо указывает на чрезмерность предпринятых мер и призвано обратить внимание абхазских властей на происходящее. Под воззванием 34 подписи, в их числе актер, режиссер, сценарист, продюсер Владимир Меньшов, актер, драматург, журналист и писатель Иван Охлобыстин, актер, режиссер, автор-исполнитель Сергей Маховиков, журналист, радиоведущий, писатель Армен Гаспарян, певица, автор песен Юлия Чичерина и другие. Между тем, адвокат Ахры Авицба Инга Габилая 10 марта подала кассационную жалобу в Верховный суд Абхазии на решение Сухумского городского суда, который избрал в качестве меры пресечения для Ахры Авицба заключение под стражу до 5 апреля. Как рассказала нам по телефону Инга Габилая, решение кассационной коллегии ожидается к понедельнику 15 марта. Ограничения в подаче электричества ввели в Сухуми из-за перегрузок. Об этом рассказал начальник диспетчерской службы СУЭС Гарри Богатели. Из-за перегрузок на главном трансформаторе Сухум-1 и Сухум-2 ввели ограничения. Отключения коснулись и района Республиканской больницы, и Ботанического сада, и Нового района, и района Рынка, и Массива. Пояснил Богатели и добавил, что ограничение – вынужденная мера, чтобы спасти трансформатор от пожара. Богатели отметил, что потребители, питающиеся от подстанции Синоп, пока не попадают под ограничения, потому что там нагрузки не превышают норму. График отключения не уточняется, ограничения будут действовать до тех пор, пока нагрузки не снизятся.
Очередной годовщине мартовской наступательной операции посвящена историко-патриотическая акция памяти дорогами героев «Стезею славы», которую 14 марта проводит Государственный музей боевой славы имени Владислава Ардзенба и Департамент по делам молодежи и спорта при администрации столицы при содействии администрации Сухума и Сухумского района. В рамках мероприятия запланировано посещение могилы первого президента республики Владислава Ардзенба и мест боевой славы, расположенных вдоль линии реки Гумиста, где в марте 93-го защитники Абхазии предприняли очередное наступление с целью освобождения города Сухум от оккупационных войск Госсовета Грузии. Общий сбор участников состоится 14 марта с 9:30 до 10:00 в селе Нижняя Шера на площадке перед входом в мемориальный комплекс Владислава Ардзенба. Героям, погибшим в ходе наступательной операции по освобождению Сухума 15-16 марта 1993 года и всем воинам, отдавшим свою жизнь за освобождение Апсны в ходе Отечественной войны народа Абхазии, будет посвящен мемориальный концерт Государственного камерного оркестра Республики Абхазия «Вечная память героям Апсны», который состоится при поддержке Министерства культуры 15 марта в фойе Абхазского драматического театра имени Чанба. Некоторые шедевры мировой классики и романтики будут исполнены в Абхазии впервые. В программе прозвучат произведения Баха, Бруха, Шуберта, Родригеса. Печальная весть. Телекомпания «Абаза ТВ» приносит искренние соболезнования семье и близким Сергея Карпейкина в связи с его смертью. Сергей Юрьевич активно сотрудничал с нашей телекомпанией в период становления канала в первые годы работы «Абаза ТВ». Память об этом профессиональном и просто светлом человеке останется в наших сердцах. В дар Илорскому храму Высший совет Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРОА и Церковный совет Абхазской православной церкви 12 марта доставили в Илор освященную икону Пицунской Божьей Матери. Решение об этом было принято после того, как была возвращена икона, привезенная в Илорский храм грузинскими политиками в августе 2020 года. Обо всем по порядку. Анастасия Никонова. 4 месяца иконописец Абхазской православной церкви писал икону Пицунской Божьей Матери. Сегодня святой лик доставили в Илорский храм, где прошел молебен, который возглавил председатель Церковного совета Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия. Это впервые такая икона написана, чтобы на образе Пицунской Матери Божией там архангел Гавриил и Михаил. Потом было время, когда добавили там Пицунский храм, но это все, это как бы копия. Я вот, значит, видя нашу ситуацию, наше положение, мы нуждаемся в защите от этих агрессоров, которые принесли эту икону. И вот я в ответ, значит, решил изобразить здесь Евстафия Апсилийского и победоносца Георгия, чтобы они защищали нас. И Матерь Божия своими молитвами. Вот так родилась эта икона. И слава Богу, она такая оказалась. Очень такой, ну, какая чудодейственность будет ее, ну, посмотрим, помолимся здесь, значит. Я думаю, это будет одна из таких икон, которые нуждается наш народ абхазский. Напомним, что 18 августа 2020 года лидер партии «Альянс патриотов Грузии» Давид Тархан Маурави и вице-спикер грузинского парламента Ирма Иванишвили тайно приехали в нашу страну и подарили Илорскому храму икону Божьей Матери. Во главе Ирма Иванишвили, который является военным корреспондентом во время боевых действий грузино-абхазской войны 92-93 года, который не имеет права вступать на нашу землю. Официальное лицо, как нам известно, стало позже. Помощник президента встретил ее с делегацией, с большой иконой Божьей Матери, и которая была привезена сюда. О подарке от соседей по реке Ингур руководство Абхазской православной церкви не знало. Лишь несколько дней спустя в грузинских СМИ появилась информация об этом.
Абхазские священнослужители икону не приняли и высказали мнение, что этот поступок имеет политический, а не духовный контекст. 5 сентября 2020-го представители ветеранской организации «Аруа» и Абхазской православной церкви привезли икону от грузинских политиков на КПП «Ингур», где она впоследствии была возвращена обратно. Общественная организация «Аруа» сделала обращение в Абхазскую православную церковь, и они прокомментировали, что да, грузины сюда привезли икону, что они сами против этого. После того, как мы вернули икону грузинской стороне, там мы от Аруа, там и я, в принципе, там с ребятами участвовал в этом всем. Когда мы вернули икону грузинской стороне, общественная организация Аруа решила сделать внимание там церкви и решили возместить икону. Как отмечает председатель Церковного совета Абхазской православной церкви Иерей Виссарион Аплия, икона Пицунской Божьей Матери, написанная в Сухуми, займет в Илорском храме одно из самых важных и почитаемых мест. Анастасия Никонова, Рамо Камке, Абаза ТВ. Министр культуры Гудиса Агрба поздравил народного артиста Абхазии Руслана Агумава с юбилеем. В поздравлении, в частности, говорится: «Вы известный композитор, написанные вами песни удостоились народного признания. Лирические произведения входят в число культурных классических произведений абхазского песнопения. Абхазские артисты с радостью исполняют ваши песни, и они непременно попадают в самое сердце зрителя, так как в них отображается фольклор и абхазские народные песни. Из Хароузы, Райда, Радеда всем в стране известны эти песни». Передачу о Руслане Агумава из архива Абаза ТВ смотрите в нашем эфире вечером в субботу 13 марта. Народный артист Абхазии, оперный певец, один из первых исполнителей классической музыки в республике Борис Амичба, очередной гость воскресного проекта «Амта Ялнахас» на Абаза ТВ. Передачу «Амта Ялнахас» с Борисом Амичба смотрите на нашем канале в воскресенье 14 марта в 19:45. В МЧС Абхазии состоялась традиционная встреча руководства спасательного ведомства страны с абитуриентами, планирующими поступление в профильные вузы МЧС Российской Федерации, а также с их родителями. В этом году подано 18 заявок на поступление в Академию гражданской защиты и Академию государственной противопожарной службы МЧС России. Абитуриенты будут сдавать экзамены по математике, физике, русскому языку и физической подготовке. Как сообщает сайт МЧС, министр Лев Квицыня особо подчеркнул, что с каждым годом требования к поступлению становится все строже. В этой связи абитуриентам необходимо с особой ответственностью подойти к экзаменационным испытаниям, соизмерить свои возможности и базовую подготовку со спецификой будущей профессии и связанными с ней трудностями реальной службы. Нерадивое отношение курсантов к учебному процессу, а также нарушение уставного порядка и дисциплины будут жестко пресекаться вплоть до отчисления из вузов. Сухумский дом юношества в рамках проекта «Профориентация молодежи через привлечение к рабочим профессиям» объявляет набор участников на бесплатный образовательный курс по живописи, скульптуре, гончарному делу, традиционным абхазским орнаментам, этнографии Абхазии, истории, культуры и так далее. Курс рассчитан на предприимчивых, целеустремленных и творческих молодых людей, которые хотят узнать больше о традиционных абхазских ремеслах и развить необходимые для этой сферы навыки. Участники образовательного курса также получат знания по основам предпринимательства, по организации и ведению собственного малого бизнеса. Возраст от 14 до 21 года. Срок обучения 5 месяцев. Анкеты принимаются до 24 марта. Количество участников ограничено. Консульский пункт посольства России в Абхазии в Гагре осуществляет прием граждан и в субботу, 13 марта. Об этом сообщается на странице администрации Гагры в Facebook. Выдача готовых 5-летних загранпаспортов России гражданам, предварительно уведомленным по телефону о готовности документа, будет осуществляться в субботу, 13 марта с 9:30 до 17:00 с перерывом на обед с 13 до 14:00. Сейчас о погоде. В выходные дни 13 и 14 марта в Абхазии переменная облачность. В субботу без осадков. В воскресенье в первой половине дня возможен слабый дождь. Температура воздуха ночью 6, днем до 13 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте abaza.tv. До встречи в эфире. Удачных выходных.